В целях предотвращения дальнейшего распространения кори среди населения медицинскими работниками в выходные была проведена большая работа. Подворные обходы среди населения всего было охвачено 2800 человек, и на сегодняшний день дополнительные прививки получили еще 800 человек. Я бы хотела предупредить население о том, что прививки необходимы, что они нужны, отказываться не нужно от них. Вышло постановление главного государственного санитарного врача о дополнительных мерах по предупреждению заболевания кори, которым предусмотрена дополнительная иммунизация без ограничения возраста взрослых людей, занятых в сфере образования и занимающихся медицинской деятельностью. Кроме того, по положению федерального закона 157 об иммунопрофилактике введены ограничения на допуск детей в детские сады, не имеющие прививок против кори. Дополнительно введена иммунизация против кори трудовым мигрантам, заезжающим на территорию республики. Министерством здравоохранения выделено дополнительные средства на приобретение вакцины против кори, поэтому все желающие могут получить прививки в поликлиниках по месту жительства. При обращении эти прививки будут ставиться бесплатно. Но первые симптомы классической кори – это подъем температуры, появляются высыпания на лице, которые ниже спускаются по всему телу. Кроме того, появляется сыпь и на слизистой оболочке рта в виде манной крупы. Поэтому эти признаки могут быть выявлены и обычными людьми. Стоит сразу же обратиться к врачу, но вызвать врача необходимо на дом, поскольку это высококонтагиозное заболевание, почти 100% инфицирование произойдет в случае, если непривитой человек встретится с заболевшим. Этот контакт может быть совершенно случайным, в общественном транспорте, в магазине, в подъезде, поэтому прививку необходимо получать. У нас последние случаи кори были в прошлом году всего 2 случая, они были завозные. Затем в 2012 году были завозные случаи из Таиланда. Но вот на сегодняшний день за 3 дня буквально 10 случаев кори, поэтому необходимо было провести как можно быстрее и массово эти обходы для того, чтобы ограничить очаг. Я надеюсь, что мы этого достигнем в ближайшее время.